что люди настолько не воспринимают незрячего человека как, я не знаю, как автономного, способного принимать решения за себя человека, что если человек идет с собакой-проводником, некоторые люди, бывают, даже обращаются к собаке, не к человеку. Часто люди говорят, это понятно даже слепому, или там, чтобы не видеть вот этого, нужно быть слепым, совсем слепым, там что-то в этом роде. И люди тут не имеют в виду даже зрение или его отсутствие, да. Люди здесь говорят про интеллектуальные способности человека скорее, что если человек не видит этого, значит он что, слепой и так далее. Или здоровое тело является как бы преимуществом над людьми с инвалидностью, и очень часто, не замечая того, не осознавая, а может быть осознанно, мы используем в своей речи какие-то некорректные термины. Зият, добро пожаловать! Мы рады быть с вами в нашей студии. Сегодня мы записываем уже второй эпизод нашего подкаста «Сөзбар», и мы очень рады, что сегодня вы проводите время именно с нами. Здравствуйте. Спасибо большое, что пригласили. Да. И сегодня специально снова для наших гостей я описываю себя, как я выгляжу. Я всегда ношу платье в пол, в цветочек, и у меня также волосы каре. И я брюнетка, насколько это важно. И, пожалуйста, Зият, мне тоже описать себя, да? Да, я в черных очках темных, в белой футболке поло. Тоже мне 34-35 лет, хотя по фейсу, наверное, можно сказать, что я выгляжу, может быть, старше. Все, пожалуй, касательно внешности. Да, и давайте я задам вам наш первый вопрос, и он касается цифровой доступности. Можете нам более подробно рассказать, что такое цифровая доступность? Давайте начнем немножко вообще в общем с доступности. Да? Что такое доступность? Когда мы говорим о доступности, люди обычно думают о ней в терминах финансовой доступности, да, или же физической доступности, досягаемости каких-то предметов, объектов и так далее. Если говорить о цифровой доступности, понятно, речь идет о доступе к продуктам цифровизации, к цифровым продуктам, к интернету. Тут, опять же, когда мы говорим о доступности интернета, тоже возникает вопрос, о чем мы говорим. Мы говорим о доступе к интернет-сигналу в разных отдаленных географических районах, или мы говорим о чем-то другом. Если говорить в контексте доступа к цифровым продуктам для людей с инвалидностью, а именно об этом мы, наверное, главным образом будем говорить в этом подкасте, то здесь речь идет о формах, способах представления информации таким образом, чтобы она была доступна, воспринимаема, понятна для людей с разными формами, с разными нарушениями, в том числе зрения, слуха, моторики и так далее. Резюмируя, доступность в цифровой среде – это возможность взаимодействовать, управлять, воспринимать и понимать контент для пользователей с различными нарушениями. И здесь хочется продолжить следующим вопросом по поводу того, кто же должен создавать цифровую доступность? Чья это ответственность? Тут много стейкхолдеров в этой области. Я бы сказал, в первую очередь, это государство, тот, кто определяет правила в этой сфере, тот, кто регулирует область цифровизации, да, цифровую трансформацию, задает какие-то правила игры. Государство должно
ну, это и в конвенции прописано, что государство должно задавать минимальные стандарты доступности во всех сферах, включая информационные технологии, включая интернет. И оно же должно стимулировать различные организации, неправительственные, государственные, частный сектор к тому, чтобы все они создавали доступные цифровые продукты. Здесь хочется сказать, что все мы, люди, в определенной степени уже пользуемся в своей жизни приложениями, которые облегчают нам быт или жизнь. Да? И я бы хотела спросить вас, какие, на ваш взгляд, есть топ-5 приложений, удобных именно для лиц с нарушением зрения? Ну, смотрите, здесь люди с нарушением зрения, они не будут в этом плане отличаться от всех других. У нас те же самые потребности, мы также заказываем еду, покупаем что-то в онлайн-магазинах, заказываем такси, да, ездим, покупаем, оказываем услуги, смотрим что-то в YouTube, переписываемся в мессенджерах. Поэтому топ-5 приложений, я бы сказал, те же самые, что и у вас. Я думаю, что сейчас я перечислю эти приложения и попробуйте найти одно отличие, что называется. YouTube, наверное, WhatsApp. С Телеграмом есть большие проблемы как раз с доступностью. По крайней мере, на платформе iOS приложение Телеграма недоступно, к сожалению. Сколько я назвал? 3. Еще 2. Ну, допустим, банковские приложения. У нас в Казахстане это, конечно же, Каспий. Здесь, я так понимаю, М-банк, да, самое популярное в целом среди населения. Яндекс, Яндекс.Го, да, то есть где можно вызывать машину, где можно в том числе заказывать еду. Ну и, возможно, для людей с нарушением зрения, опять же, не для всех, но для кого-то актуально приложение Be My Eyes. Могу о нем рассказать отдельно. Да, расскажите, пожалуйста. Be My Eyes, собственно, переводится «Будь моими глазами». Да? Это приложение, разработанное 2 датскими программистами. Собственно, идея этого приложения, она очень простая, но в то же время такая... Это нужное очень приложение. Собственно, оно соединяет зрячего человека и волонтера, который хочет помогать, да, не вставая с дивана, что называется, и незрячего человека, которому нужна в чем-то помощь, по видеозвонку. То есть я устанавливаю как незрячий пользователь в режиме незрячего. Вы, например, если захотите помогать незрячему человеку там, на другом конце света, устанавливаете себе и выбираете режим волонтера. И я, допустим, если звонить начинаю, этот звонок идет по... Не обязательно он вам придет, там, потому что около 7 миллионов волонтеров по всему миру, раз в 10, наверное, больше, чем самих незрячих пользователей. И, соответственно, никогда практически не возникает недостатка в волонтерах. Я звоню, и через 20-30 секунд кто-то берет, отвечает на том конце, и я с помощью видеокамеры направляю на тот объект, который меня интересует, я прошу его подсказать то, что меня интересует. Ну, там, я не знаю, отличить белый галстук от красного, там, условно. Или же там, вчера вот я буквально звонил человеку и просил в отеле, когда я заехал, пытался понять, как работает система освещения, когда включено, когда переключатели выключены, свет горит, не горит и так далее. И человек меня сориентировал, мы мило побеседовали полминутки и попрощались. Звучит даже интересно. Иногда не то, что бывает, действительно в новом месте ты появляешься и немного теряешься. Я думаю, что я вот читала в ваших постах, кстати, вот Be My Eyes, вы уже сейчас объяснили, а сейчас стало еще более
понятно, как же пользоваться данным приложением. А следующий вопрос касается именно звукосигнальных светофоров, и я бы хотела, чтобы вы ответили на него с точки зрения простого гражданина. Вопрос такой: звукосигнальные светофоры, плюсы и минусы. Дело в том, что и у нас в Кыргызстане активно использовали их. И, по-моему, если я не ошибаюсь, установлено около 28 светофоров и в Бишкеке. И когда мы делали экспертизу, вот, к сожалению, большая часть светофоров работала, либо работала, точнее, частично работала. Вот. То есть? Они пришли в некоторую негодность, но никто их как бы на тот момент, пару лет назад, не откорректировал и не починил. Я помню, что мы обсуждали как раз данный вопрос. И вообще мы касательно звукосигнальных светофоров, мы именно делали экспертизу, и как бы результат был неоднозначный. И, пожалуйста, как гражданин, опишите, насколько удобно или неудобно вам пользоваться ими. Ну, я бы не сказал, что у меня какой-то... Я как каждый день с этими звукосигнальными светофорами имею дело. У меня был такой небольшой опыт, я расскажу. Рядом с домом большой перекресток, который я там ежегодно пересекаю, когда иду на работу, с работы. Там, когда я переехал на это место, уже стоял этот звукосигнальный светофор, но по нему совершенно невозможно было сориентироваться, когда переходить. То есть он начинал пищать, да, это был именно не голосовая команда записанная, да, что, мол, переходите, сейчас загорелся зеленый свет. Такие светофоры же тоже есть. А это был именно звукосигнальный, который пищит. И непонятно, в какую сторону можно переходить, потому что это большой перекресток, там 4 направления. И плюс в Астане климатические условия такие, что ветер постоянный, но он практически круглый год, он сбивает с толку непонятно откуда, от какого именно светофора идет звук, плюс шум постоянного трафика. В общем, сигнал этого светофора, он заглушался и не позволял, в общем, определить, когда, в какой момент можно переходить участок. И поэтому я там ходил, добивался, вписал в нашу местную администрацию городскую, обращался к депутатам и так далее, чтобы поставили именно светофоры с предзаписанными голосовыми командами. И, ну, в общем, я этого добивался года 1,5 или 2, и в конце концов они все-таки его поставили. Я вот весной буквально этого года начал ходить пешком, когда потеплело, и очень сильно обрадовался, потому что, ну, как-никак это вопрос безопасности, безопасного пересечения этого перекрестка ежедневно. Да, и здесь, вы знаете, напрашивается вопрос, когда именно светофоры, насколько чувствуется это для вас тоже. Дело в том, что слишком мало времени для того, чтобы ты успел перейти дорогу. Вот мне иногда или часто приходится даже немножко бежать, чтобы поспевать. И я начинаю думать, что это не совсем даже безопасно именно для пожилых или для таких людей, как я, у которых опорно-двигательные. Для маломобильных групп всех, наверное, это проблематично. Но я, в принципе, пересекаю, я обычно успеваю. Если команда звучит вовремя, то я вот секунду в секунду обычно перехожу и успеваю. Но если какая-то заминка, там, допустим, звонок в это время поступит, что-то тебя отвлечет, то можно, да, наверное, не успеть. И вообще желательно, ну, эти вещи регулируются, я уверен, что можно выставить побольше времени для пешеходов. Да, и я знаю, что вот уже в ближайшие 2 дня вас ожидает мероприятие, когда вы будете проводить тренинги для людей с инвалидностью Кыргызстана именно по теме цифровых технологий. Скажите, пожалуйста, какая самая интересная часть программы, которая ожидает наших
гостей, которые уже завтра придут на ваши тренинги? Я тут внесу, наверное, уточнение, что это не люди с инвалидностью будут, это будут сотрудники ООНовских агентств, которые, собственно, занимаются трансформацией своих внутренних процессов для того, чтобы сделать их более доступными, в том числе в плане цифровой доступности, доступа к коммуникациям. Да. Я буду рассказывать в том числе про то, как сделать социальные сети, контент на своих аккаунтах более доступным, как сделать сайты, если есть приложения, как контент на них, как интерфейсы этих цифровых продуктов сделать более понятными, воспринимаемыми, управляемыми для людей с разными нарушениями, те, кто использует разные программы, разные ассистивные устройства и так далее. Будут сотрудники ПРООН, будут сотрудники, там будут еще отдельно мероприятия для государственных органов, насколько я не знаю, это все должен рассказывать, для Министерства цифрового развития, для Ассоциации IT-разработчиков. Да, я думаю, что это будет очень интересно, потому что действительно в последние несколько лет активно практикуется именно старание по созданию приложений, которые будут удобны для всех, и в том числе для людей с инвалидностью. Я очень часто читаю ваши посты, но прежде чем мы перейдем к следующей теме, мы уже затронули эти вопросы частично, да? Давайте обсудим корректный язык и обсудим то, как обращаться к людям с инвалидностью. Очень часто бывает, у нас очень такой добродушный народ, хотят помогать, бегут прям, и бывает, что хватает за руки, за ноги, да. Это чисто по незнанию, и чисто совет от вас, как относиться к людям с инвалидностью, с нарушением зрения. Начнем с этого. Относиться, тут опять же нет, я думаю, никаких строгих правил. Я бы сказал, что относитесь так же, как и к любому другому человеку, которого наверняка вы не будете, увидев на улице случайного человека, хватать за руки, за трость. Если человек идет, я не знаю, опираясь на трость, вы не будете ее выхватывать. То же самое с человеком с нарушением зрения. Опять же, если вы видите, что человек потерялся, пошел не куда-то в неправильном направлении, нужно подойти, наверное, и предложить просто помощь, поздороваться, поприветствовать, представиться, и затем уже предложить помощь. И, в принципе, любой взрослый, адекватный человек знает, чего он хочет, куда он хотел идти, если он сбился с дороги, и он вам ответит. И нужно просто-напросто коммуницировать, разговаривать с человеком. Но таких ситуаций, которые вы описываете, их на самом деле очень много со мной тоже происходит. Люди почему-то не разговаривают, потому что нет, видимо, контакта глаз, да, они смотрят на тебя, но ты на них не смотришь, поэтому они начинают тебя хватать, направлять куда-то, куда они думают, что ты идешь. И это на самом деле ошибка, так, наверное, не следует делать. В связи с этим я вспоминаю всегда один случай. Я вообще просто стояла на перекрестке, я думала о том, куда мне пойти, но еще не решила. И человек подошел, он взял меня за локоть и просто перевел через дорогу. Потом оглядывался и кивал мне головой, типа до свидания. А я стояла на месте, не переходила обратно, чтобы не ставить человека в неудобное положение, потому что он, бедный, перевел, он же помог, и мне пришлось дождаться и идти обратно назад, потому что, в общем-то, мне совершенно туда не надо было. Не надо было, да.
Смешных ситуаций очень много. Вот рассказывают товарищи незрячие из России. У нас собак-проводников у незрячих нет. Как-то у нас их и не готовят, не обучают, но вот россияне рассказывали, что люди настолько не воспринимают незрячего человека как, я не знаю, как автономного, способного принимать решения за себя человека, что если человек идет с собакой-проводником, некоторые люди, бывает, даже обращаются к собаке, не к человеку. Ну, это просто верх. Я впервые слышу такую историю. Да, мы по этому поводу тоже шутим. Да. Я однажды даже читала историю, что у одного человека в качестве ассистента была кошка, но его особенно не пускали даже в те места, куда разрешено с собакой, поводырем, потому что там не было допуска именно к кошкам, и были только собаки. И человек, по-моему, даже судился по этому поводу. А теперь давайте обсудим вот такую тему, которая называется эйблизм, и почему она появляется в нашей жизни. Для наших слушателей давайте объясним. Эйблизм – это когда оно является одним из типов дискриминации, а именно отсутствие инвалидности или здоровое тело является как бы преимуществом над людьми с инвалидностью, и очень часто не замечая того, не осознавая, а может быть осознанно, мы используем в своей речи какие-то некорректные термины. И вы об этом также писали посты, да? Когда мы говорили об эйблизме, об языке и этикете. И конкретно вы описывали выражение касательно, условно говоря, слепоты. Расскажите, пожалуйста. Эйблизм, он в языке очень глубоко сидит. Люди зачастую, используя какие-то устойчивые такие шаблонные выражения, наверное, даже не задумываются над тем, что это на самом деле звучит эйблистски. Эйблизм, да, это то есть отношение к человеку по его физическим или же психическим возможностям людей с определенными нарушениями считают, что они как-то хуже, ниже людей здоровых, которые имеют, скажем так, соответствуют ожиданиям от стандартного здорового, условно здорового человека. Вот в отношении слепоты вы спрашивали. Да. В этом плане много разных выражений, которые, наверное, не осознаются людьми как такие дискриминирующие. Часто люди говорят, это понятно даже слепому, или там, чтобы не видеть вот этого, нужно быть слепым, совсем слепым, там что-то в этом роде. И люди тут не имеют в виду даже зрение или его отсутствие, да. Люди здесь говорят про интеллектуальные способности человека скорее, что если человек не видит этого, значит он что, слепой и так далее. То есть про проницательность тут скорее речь идет, про понимание каких-то вещей. И у людей с, скажем, стандартным здоровьем такое представление, что вот зрение, оно прям начинает ассоциироваться со способностью понимать какие-то вещи, со способностью к пониманию каких-то вещей, и отсутствие зрения, соответственно, для них кажется, что если у человека нет зрения, то он эти вещи не может понимать. Но по факту-то зрение и
способность понимать вещи не обязательно взаимосвязаны. И это тоже такой своего рода эйблизм, который, наверное, нужно о котором говорить, и чтобы наши разговоры об эйблизме, об этикете, о языке, чтобы они не сводились к таким базовым вещам, на которых обычно и заканчивается, да, этот разговор, что люди, что нужно, как правильно говорить, да, люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями, с особыми потребностями, да, устоявшееся такое уже представление у нас в Казахстане, по крайней мере, люди с ограниченными возможностями. И в СМИ везде это прививалось определенное время, да, и люди сейчас стали его употреблять. Но сейчас, по-моему, идет тенденция такая, что люди с инвалидностью начинают, ну и в законодательстве этот термин «лица с инвалидностью» закреплен и так далее. Да, и раз уж речь зашла про это, то все еще иногда вот бывают случаи, когда используют аббревиатуры вместо описания полного названия, допустим, типа инвалидности или ситуации. Или вообще, например, у меня церебральный паралич, но нас всех сливают в одну категорию, называя аббревиатурой ДЦПшники. Я просто не могу терпеть это слово. И если возвращаться к эйблизму, то я также хотела бы сказать, что очень часто, описывая человека, который не справляется в быту, называют его бытовым инвалидом. И вообще вот словосочетание со словом «инвалид», вот это выражение, когда оно используется в качестве унижения или оскорбления, тоже очень много выражений. И я надеюсь, что с этого момента люди начнут немножко более ответственно относиться к тому, что же кого произносят, да, кого и как оскорблять. Возможно, стоит подобрать какие-то другие слова, менее оскорбляющие личность. Ну да, это тоже такая распространенная на самом деле вещь. Люди, чтобы кого-то принизить, обидеть, или не обязательно какого-то индивида, а, скажем, чтобы обозначить какое-то негативное явление, ну или даже в правозащитной среде есть вот такие инфлюенсеры, которые с большой аудиторией пишут там в социальных медиа, да, и употребляют там, когда критикуют государственные органы, у нас государство инвалид, вот так вот, чтобы... И это такие люди с продвинутыми взглядами, да, которые там выступают за какие-то гражданские, политические права и так далее, продвигают эти все вещи, но когда речь идет о каких-то отдельных категориях людей, то они не осознают, что тем самым вот этими словами, некорректным языком, употреблением слова «инвалид» как оскорбление, они в том числе оскорбляют вот определенные категории людей. Да, я совершенно с вами согласна. И я должна также сказать, Зият, что вот наш разговор близится к своему завершению. И поделитесь, пожалуйста, с тем, что вас больше всего мотивирует в борьбе за права людей с инвалидностью. Ну, я бы сказал, что, наверное, просто ежедневная своя шкурная потребность в тех самых правах, которые зачастую не признаются или же признаются на словах, но по факту они не реализуются. Какие-то такие простые вещи, которые как бы доступны для человека без инвалидности, но ты должен преодолевать эти все вещи с большими-большими трудностями, барьерами и так далее. Ну и когда ты видишь, что это на самом деле может хорошо и прекрасно работать, что когда это
продуманным подходом реализуется, ну вот касательно той же самой доступности, да, и в частности цифровой доступности. Когда ты видишь, сравниваешь два приложения, одно работает, ну, просто супер, без никаких проблем, ты им пользуешься так же, как и все другие, а вот второе приложение, тот же самый Telegram, который я приводил в пример, с ним очень сложно, да, взаимодействовать, хотя, ну вот, все окружающие, люди вокруг пользуются им, переписываются, пишут тебе в этом же самом Телеграме. И ты тоже, как бы, чтобы не выпадать, да, из информационного потока и в целом из круга причастных, скажем так, хотел бы использовать, но у тебя нет этой возможности, потому что просто, ну, определенные люди об этом не подумали, не знали, не вникли и так далее. Вот эти все вещи заставляют меня... Ну, Telegram, он достаточно далеко от меня, до него достать сложнее, но я пытаюсь пинать и заставлять и говорить, чтобы наши, по крайней мере, казахстанские, отечественные цифровые продукты становились более доступными, инклюзивными для людей с инвалидностью. И вот в вашем активизме, скажите, пожалуйста, есть ли какая-либо цитата или личность, которая вдохновляет вас? Нет, я бы сказал, что нет. Я не вдохновляюсь конкретными людьми или какими-то девизами и так далее, и так далее. Ну, как-то это все немножко не про меня. Я, в принципе... Да, у меня нет такого девиза, который я бы использовал. Окей, это нормально. Это тоже, вот, наверное, какие-то цитаты или девизы появляются в какой-то момент жизни, да, но не являются путеводной звездой. И на этом мы завершаем наш подкаст. Да, спасибо. Спасибо большое, Зият. И спасибо за то, что вы уделили нам время и поделились для общества очень важной информацией. И надеюсь, что ваш рассказ вдохновит наше общество создавать доступные пространства и использовать инновации везде. Спасибо.